Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вчера, 8 июля, в Амгинском Улусе состоялось выездное заседание Совета представительных органов муниципальных образований при парламенте Якутии. Какие стратегически важные направления для Улуса были затронуты во время встречи и обсуждений, мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Владимир Прокопьев, председатель постоянного комитета по местному самоуправлению Государственного собрания ЛТУМН Республики. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о главных целях, задачах прошедшего выездного заседания, которое было в Амге. Кто принимал вообще в нем участие, почему для обсуждения этих вопросов была выбрана именно эта площадка? Ну, во-первых, вы знаете о том, что в прошлом году был принят новый федеральный закон о местном самоуправлении, и ключевым моментом этого закона является перераспределение полномочий между уровнями местного самоуправления. Значит, поэтому эта тема очень актуальна, поскольку уже с 1 января 2027 года в целом вступает в закон свое действие, но в части полномочий эти сроки перенесены на 1 января 2028 года, поэтому осталось немного времени для того, чтобы все это проанализировать, значит, и правильно перераспределить. Вот почему для обсуждения этой тематики было проведено заседание Совета представительных органов всей республики. Значит, тут надо сказать о том, что Совет заседает всего лишь 2 раза в год. В декабре, обычно в конце года и в середине года. И, значит, улусы подают заявку, поскольку летний период по решению и по желанию председателей районных советов мы проводим выездные заседания. Ну и в этот раз, значит, принимающей стороной был Амгинский район. Вот почему ключевым вопросом обсуждения именно были вопросы перераспределения полномочий, которые идут активно и в разгаре. А что насчет нового федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, которая выстраивает, так сказать, единую систему публичной власти? Какие сейчас ключевые изменения ждут наши города, наследие, районы с перераспределением полномочий? Ну как раз эти изменения связаны с перераспределением полномочий, потому что такое полномочия? Это то, кто чем должен заниматься, какие вопросы решать, на каком уровне. От этого зависит очень много. Притом все это связано с соответствующими финансовыми вопросами, то есть это бюджеты соответствующих муниципальных образований. Поэтому он, безусловно, вызывает очень серьезный такой интерес среди наших муниципальных образований. Это раз. Во-вторых, значит, тоже в этом году был принят закон о контрольной деятельности муниципальных образований. Мы надеемся, что с 1 января 2027 года будут уже действовать иные правила, улучшающие, упрощающие деятельность наших муниципальных образований. Таким образом, эти работы активно ведутся. Владимир Михайлович, Совет рекомендовал муниципалитетам в краткие сроки обеспечить принятие новых уставов. Насколько это трудоемкий вообще процесс и почему здесь важна именно оперативность? Ну, значит, в связи с поступлением нового закона федерального и нашего республиканского закона, который был принят 29 декабря 2025 года, соответственно, должны быть внесены изменения в уставы всех наших муниципальных образований, в том числе одним из таких ключевых моментов является изменение механизма избрания глав муниципальных образований. Это прежде всего избрание депутатским корпусом районного совета глав районов, значит, и избрание также глав наших поселений депутатами соответствующего поселения по тем кандидатурам, которые вносятся соответствующими комиссиями. Таким образом, все это должно быть отражено в уставах. У нас сегодня большинство муниципальных образований из 445
уже внесли изменения, все это зарегистрировали. Управление Министерства юстиции. Но эта работа продолжается, но до конца года она должна завершиться. Ну вот, как мы знаем, любые полномочия требуют такого финансового обеспечения, да, вот как будет рассчитываться этот бюджет в целом? Да, вы абсолютно правы. Вот каждое полномочие, особенно вот передаваемые из республиканского уровня, они требуют обязательно финансовое обеспечение, вот, и по соответствующим методикам, нормативам. Это очень трудоемкий процесс, потому что все это надо рассчитывать вот, по той или иной методике, применяя коэффициенты. Поэтому эти расчеты нашим Министерством финансов, в целом правительством республики производятся. Но мы очень надеемся, что в целом до принятия бюджета на 2028 год значит, полномочия будут уточнены, работа эта должна быть завершена до середины следующего года. Так что 33-й федеральный закон очень правильно гласит о том, что каждые передаваемые полномочия они должны быть обеспечены соответствующим финансом. Это раз. Во-вторых, надо понимать о том, что большинство наших муниципальных образований в связи с тем, что они имеют не такие большие объемы собственных доходов, в основном они дотационные. Поэтому тоже по методике, значит, рассчитываются все средства на дотацию, там, прочие эти субсидии, субвенции. Вот мы сейчас живем в век цифровых технологий, да, сейчас как вот искусственный интеллект может помочь именно вот в реальной, да, работе местной власти, например, нашей, и вот какие первоочередные задачи в госсекторе они вот могут решить? Ну, буквально недавно Государственная Дума приняла закон, направленный на внедрение искусственного интеллекта, как вы знаете. Тут такое дело, что в целом искусственный интеллект уже активно буквально ворвался в нашу жизнь. Это революция очередная, такая же, как и появилось электричество, вот, такая же, как и появились цифровые вот эти современные технологии. Поэтому это неизбежность, это данность. Поэтому и стране, и нам всем необходимо вовремя подключиться, вот, особенно органам власти, потому что это, с одной стороны, облегчает все управленческие процессы, облегчает жизнь и наших граждан. Вот. Границы искусственного интеллекта, они безграничны, как говорится. Это тавтология, но тем не менее такова ситуация. Поэтому в этот процесс нам всем надо очень активно включаться. Иначе это обойдет и страну, может обойти, и нас, и мы можем отстать в целом от современных этих технологий, связанных с искусственным интеллектом. Ну и для самого госсектора же это удобно. Безусловно, это упрощает все управленческие процессы. Владимир Михайлович, вот какая роль сейчас именно в подготовке к выборам, да, отводится местным представителям, органам, районам, наследным, да, вот советам депутатов? Как они вообще должны взаимодействовать с избирательными комиссиями? И вот как сегодня вот вообще планируется повышать такую электронную активность жителей нашей республики, чтобы люди пришли вот на участки и выразили, так сказать, свое мнение? Да, выборы – это процесс очень важный и ответственный, поскольку именно граждане и страны, и республики, и соответствующих районов наших поселений должны выразить свою позицию, определиться, избрать те или иные партии или тех или иных кандидатов. А для этого необходимо в целом организовать работу по привлечению всех наших граждан для участия в этих выборах. И вот одна из задач наших муниципальных образований, в том числе и у наших представительных органов, заключается в этом. Поэтому значит, наш ЦИК, Центр избирком, провел разъяснительную работу, обсудили вот эту ситуацию, вот, как вот привлечь наше население максимально, чтобы все участвовали на выборах. Вот это задача общей власти всех ветвей
органов государственной и муниципальной власти. Ну и поговорили на эту тему. Ну, сейчас работа, наверное, ведется, да, по Да, она имитации? началась. Вы знаете о том, что в сентябре единый день голосования, который пройдет 3 дня, должны проходить выборы в Государственную Думу Федерального собрания. Вот, и якутяне должны определяться. Поэтому перед представительными органами тоже была поставлена такая задача. Владимир Михайлович, немножко подведем итог. Совет представительных органов, да, это важнейший мост, как мы поняли, да, Безусловно. между парламентом республики и местами. И вот как вы вообще сами оцениваете настрой муниципальных коллег в Амге, например? Ну, надо сказать о том, что мы живем очень непростое время. Вот. Прежде всего, оно связано, безусловно, специальной военной операцией, с огромным количеством санкций, значит, которые работают в количестве десятков тысяч единиц. Вот. Все это навалилось на нашу страну и, соответственно, и на все ветви органов власти, и, конечно же, прежде всего на граждан. И вот сегодняшняя ситуация и с горюче-смазочными материалами, и ростом цен, с остальными проблемами, они, безусловно, прежде всего связаны с этой ситуацией. Вот. Нам, всем представителям органов власти, необходимо принимать все необходимые меры для того, чтобы преодолеть вот эти сложности. Это наша общая задача. Мы и говорили в кулуарах, это очень важно, с нашими председателями районных советов на эту тему. И вот почему планируется и проводятся выездные заседания для того, чтобы наши руководители представительных органов, которые сегодня имеют очень серьезные полномочия, увидели на местах, как, значит, проводится работа в том или ином районе, какие-то практики положительные, чтобы применить у себя, поскольку наша республика огромнейшая, значит, и наши районы, поселения очень серьезно различаются. Вот. Ну, это наша особенность, это география, это иные особенности нашей республики. Поэтому и каждый раз, конечно, они получают серьезный опыт, обсуждают между собой, в том числе вот и в кулуарах, очень плотно идет, очень жаркое обсуждение, между прочим. Споры очень серьезные. И в результате, конечно, мы приближаемся к истине, находим те или иные решения по тем или иным проблемным вопросам. Спасибо, Владимир Михайлович, что приехали к нам и посетили нашу программу. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.